Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Сегодня Осетия вспоминала жертв осетино-ингушского конфликта. 22 года назад две Кавказские республики схлестнулись в кровавом бою. Тогда погибли и были ранены сотни мирных жителей. Несмотря на то, что уже прошло 2 десятилетия, те страшные дни до сих пор свежи в памяти. Премьерный показ остинского кино «Эхо ветра» прошел во Владикавказе. Автор картины – дебютант в киноиндустрии Мадина Икаева. Короткометражную ленту сняли в лучших традициях остинского кинематографа. Фильм увидела и наш корреспондент Ирина Дзабаева. Российские боксеры готовятся к чемпионату мира IBF. Он пройдет во Владикавказском дворце спорта «Манеж». Перед этим спортсмены прошли процедуру взвешивания. Эти и другие темы далее подробно. 22 года почти каждый день на могилу к сыну Низами Мехтиеву приходит мать. 7 лет траура, а теперь вся жизнь этой женщины проходит здесь, у надгробной плиты. Великий подвиг ее ребенка не в силах утешить горем убитую женщину. Ее сын трагически погиб во время остино-ингушского конфликта. Спустя столько лет мать так и не научилась радоваться жизни. Я уже со свадьбы выходила, чтобы их не расстраивать. Чтобы не портить им настроение. А сердцу не приказано. Далекий 92-й год сегодня воскрес в памяти осетин. 22 года назад разгорелся очередной осетино-ингушский конфликт. С чего началось противостояние двух кавказских народов, точно сказать мало кто берется. У каждого есть своя версия и доказательства правоты. Последняя агрессия произошла в ночь с 30 на 31 октября 92 года. Ингушские бандформирования напали на остинские селения Октябрьское, Камбелевское, Дачное и Куртат. В результате боевых действий погибли более 1000 человек. В больницах оказались сотни раненых. 13 сел пригородного района были разрушены. За нас, за нашу жизнь, за то, что мы сейчас жили, спокойно отдавали жизнь наши отцы. И это забывать нельзя. Нужно хранить память, но не считаю, что нужно прям вот агрессивно относиться к тем же самым ингушам. Надо дружить, сохранять мир во всем мире, но память об этом должна оставаться. Курсанты исполнили ритуал «Живой коридор», где проходили все люди к возложению цветов, к памятникам павших в этой войне. Также поставили часовых у памятников. Сегодня по случаю 22-летия остино-ингушского конфликта матери, похоронившие своих сыновей, школьники, курсанты, представители власти со слезами на глазах вспоминают те страшные дни. Участие в траурных мероприятиях принял глава Северной Осетии Таймурас Мамсуров. Он возложил цветы к каждой могиле на мемориале славы. Казаки также принимали активнейшее участие в отражении ингушской агрессии. И для нас это событие памятное в негативном, как говорится, плане. И мы всегда чествуем тех, кто погиб, отстаивая территорию Осетии от ингушских агрессоров. Накануне все покинули территорию города, забрали все ценности, и на следующий день началась агрессия. Все мы об этом знаем, это свежо в памяти, и мы этот день помним, дабы не случилось подобное впредь. Банальные слова, что время лечит, никак не укладываются в голове матери. Она отказывается бороться с горем и продолжает нести живые цветы к могиле. У Низами Мехтиева остались жена и 2 детей. Женщина каждый день молится, чтобы ее внуки никогда не знали, что такое война, которая так несправедливо забирает близких тебе людей. Елена Черенкова, Сабина Алборова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Проблема изношенности объектов ЖКХ остается одной из самых главных во Владикавказе. Сегодня глава города Махарбек Хадарцев и члены профильной комиссии Гордумы побывали на предприятии металлополимеролания. Это единственный на Северном Кавказе завод, выпускающий трубы из полипропилена. Специалисты работают на современном итальянском оборудовании. Трубы уникальны, их можно использовать как для холодной питьевой воды, так и для горячей свыше 100 градусов. Кроме того, они стоят дешевле и их проще монтировать. Поскольку полипропилен имеет практически теплового расширения, то вместе с фольгой вообще не имеет никакого расширения. Поэтому можно его монтировать и под бетон, и под плитку. Никогда плитка не выпадет от того, что будет там проходить горячая вода. Поэтому вот она универсальная в этом плане. Универсальная еще в том плане, что ее легко в монтаж вести. Очень легко и очень дешево. Потому что к этой трубе подходят фитинги
обычные полипропиленовые, которые стоят буквально рубли. Предприятие дает гарантию прочности. Трубы могут выдержать давление до 50 атмосфер. Это при том, что в обычной многоэтажке давление не достигает и 5. На предприятии строго контролируют качество выпускаемой продукции. Через каждый метр печатается название фирмы и точное время выпуска, чтобы знать, кто в этот момент работал. Бракованный товар сразу изымается. Даем мы гарантию на холодную воду до 100 лет. Не падайте, я честно говорю, до 100 лет. А для горячей воды, под горячую воду, до 50 лет. Мы даем такую гарантию. Кстати, труба, она прошла все испытания в Москве. В Центральном научно-исследовательском институте санитарной техники наша труба 3 месяца проверялась. Спрос на трубы в Северной Осетии пока небольшой, говорит директор предприятия Борис Маргоев. Рекламировать производство пока не начали. Кроме того, в республике немало строительных магазинов. Однако за пределами региона трубы берут более охотно. Теперь же количество клиентов может вырасти. Тем более, что городская администрация будет рекомендовать местным застройщикам сотрудничество с металлополимеролания. Когда я был депутатом Государственной Думы, то со мной работали 15 мэров таких городов, как, например, Казань. Естественно, связи есть, естественно, будем созваниваться с ними и рекомендовать нашего производителя. Самая главная задача наша – поддержать любое производство, которое делается в республике. Это на благо нашего города, в том числе наших жителей города Владикавказа. Трубы местного производства уже установили в новом здании Республиканского следственного комитета, а также в ряде детских домов. В ближайшем будущем металлополимеролания откроет и свой торговый дом. Яна Гагиева, Самас Кочиев, Осетия ТВ. Пустынная местность и предупреждающие об опасности знаки. Молодой человек в специальном защитном костюме входит в зону радиоактивного заражения. Главная задача – измерить уровень излучения и быстро выбраться с этой территории. Обеспечивать безопасность костюм может только 20 минут. Но на самом деле никакой реальной угрозы нет. Здесь проходит открытый урок МЧС. С самого утра студенты педагогического института осваивают работу службы радиационной и химической защиты Северной Осетии. Сначала ребятам показали приборы для измерения излучения, научили одевать противогаз и защитный костюм. Не все молодые люди в этом деле новички. На базе пединститута работает целый отряд студентов-спасателей. Мероприятие по гражданской обороне было весьма полезным, увлекательным. Я это уже для себя знал, но те ребята, которые приехали, просто интересовались этим. Думаю, получили что-то новое для себя, что, надеюсь, не представится возможность им использовать в жизни. Чемодан с пробами по правилам нужно оставлять на безопасном расстоянии. Чтобы вернуться к своей группе, студент должен пройти так называемую процедуру дегазации, то есть удалить с костюма остатки отравляющих веществ специальным раствором. При возникновении пожара или при проведении аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации, которая сложилась впоследствии розлива чего-то или утечки или аварии какой-то, то наша служба необходима для разведки, и входим в оперативный штаб при чрезвычайной ситуации и даем уже рекомендации на использование средств индивидуальной защиты. Инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты работники чрезвычайного ведомства теперь будут проводить регулярно. По словам специалистов, в современной жизни эти знания ребятам просто необходимы. К тому же многие из студентов в скором времени пополнят ряды Российского союза спасателей. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Самас Шипшев, Осетия ТВ. 19 век. Горное поселение Комунта. Молодая горянка с кувшином идет к роднику. Пастухи перегоняют скот. Обычная для того времени картина. Но режиссер пытается показать скрытую уникальность повседневной жизни. В основе рассказа быт осетинского народа, традиции и, конечно же, любовь. На долгожданном премьерном показе фильма «Эхо ветра» зрители перенеслись на 150 лет назад.
Идейный вдохновитель картины Мадина Икаева вместе со своими друзьями жила этим проектом. Талантливая и смелая девушка, дебютант в киноиндустрии, шаг за шагом двигалась к своей цели. Большинство актеров – непрофессионалы. Совместными усилиями удалось сколотить прекрасную команду. Возглавил съемочный процесс опытный режиссер Константин Бутаев. Он предложил сценарий и придал филигранность задумке. Я понимаю, что вот когда актеры отдавались, есть там сцены, где они более активно, да, участвовали или проживали момент, там были органичнее, а где-то было видно, что чуть-чуть раз уходит, потом возвращается. Сложно, потому что именно не профессионалы. Тут сразу видно, да, кто профессиональный актер, сразу там просто, потому что эпоха, время, чувство, энергия, они сразу ставят на свое место, даже не профессионалы. Это как раз и приятно. Действие разворачивается в высокогорном селении Комунта. Место выбрано не случайно. Творческая группа вместе с доктором исторических наук Таймуразом Плиевым объездила всю Осетию. Более удачных декораций нельзя было и придумать. Из-за переменчивости погоды снимать приходилось до рассвета или после заката. Это во многом осложняло работу. Порой даже в непроглядном тумане накладывали грим и репетировали. Самое главное, что было у нас и у других команд, которые снимали кино, это люди, зараженные идеей создания добротного, хорошего осетинского кино. Но это только первые шаги. И я прошу всех обратить взор кинематографистам, подставить им плечо, потому что кино – это очень сложное искусство, которое больше, чем другие виды искусства, завязано на человеческом факторе. Когда один человек делает ошибку, спотыкаются все остальные. Это очень тяжело сделать в условиях ограниченного бюджета и отсутствия профессиональной инфраструктуры. В картине воспевается красота Осетии. С экрана на зрителя смотрят отважные джигиты и ропотные горянки. Фильм завершается танцем, в котором проявляется кавказский темперамент героев. Короткометражную ленту сняли в лучших традициях национального кинематографа. После показа в Северной Осетии фильм представят на различных кинофестивалях как в России, так и за рубежом. Возможно, он послужит импульсом к возрождению осетинского кино. Ирина Дзабаева, Том Алвалиев, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Оба бойца настроены бескомпромиссно, и завтра нас, несомненно, ожидает интереснейший бой, интереснейшее боксерское шоу. Последний этап подготовки к титульному бою. Уже завтра осетин Мурат Гасиев и француз Энгин Каракаплан сойдутся в поединке за пояс интерконтинентального чемпиона мира IBF. А сегодня боксеры прошли процедуру взвешивания. Последними свой вес узнали участники титульного поединка. В итоге осетинский боксер оказался тяжелее своего соперника меньше, чем на полкилограмма. De boxer, de toujours rester bien vigilant. 12 раундов завтра, предстоит битва, будем работать. Спешка ни к чему, поэтому как бой развернется. Je n'ai pas grand-chose de mon adversaire. Я немного знаю о своем противнике. Il est grand, il a l'air d'être costaud, mais on fait le même poids. У него крепкий вид и, скорее всего, это сильный противник. Большой боксерский вечер состоится завтра вечером во дворце спорта «Манеж». Перед титульным боем пройдут еще 6 поединков. Претенденты на почетный пояс чемпиона мира настроены решительно. Мой план – это нокаут, естественно, потому что в каждом бою я выхожу только за нокаутом. Но я и также готов на всю дистанцию в 12 раундов. Соперника смотрел, последний его бой за титул чемпиона Франции. Неплохой соперник. Завтра будет видно, как все сложится. На счету Мурата 12 нокаутов в 18 поединках. В активе его соперника 12 побед в 17 боях. Статистика говорит в пользу Гасиева. Ирон усиленно тренировался под руководством известного американского специалиста Абеля Санчеса. Кроме того, нашему спортсмену должны помочь и родные стены. Хорошая поддержка ему обеспечена. Елена Черенкова, Феликс Макиев, Артем Балатаев, Осетия ТВ. Thank you.